общались. У меня вопрос такого характера. Я вот из тех 15, которые вот здесь разрабатывались, у меня вопрос по особому льготному режиму, по преференциям. Это то, о чем мы с вами, Кристина Константиновна, разговаривали. Там на 25 лет эти преференции даны. А здесь предложение у нас было относительно того, чтобы дать такого рода преференции до ввода в эксплуатацию непосредственно. Ну, вы вроде бы как объяснили, я хочу, чтобы ответили в общем. Значит, первое, что здесь следует отметить. Изначально, когда мы только приступали к обсуждению данного проекта, предусматривалось, что речь может идти о софинансировании данного инвестиционного проекта с учетом того, что аэродромы и аэродромная инфраструктура остаются в госсобственности, планировалось привлечение государственных источников финансирования. А, соответственно, вторую часть, связанную с аэропортом, брал на себя инвестор. Учитывая, что мы ушли от такого рода подходов к решению вопроса, соответственно, и появился вот тот срок, о котором мы говорим. Он изначально был существенно ниже. Следующее, что является обоснованием для предоставления льгот, это снижение расходов на строительство, соответственно, соразмеру снижения налоговой нагрузки, раз. И второе, надо понимать, что все расходы – это расходная часть, которая, безусловно, потом должна отражаться в тарифе. И для того, чтобы мы в этом процессе были конкурентны, и это было экономически интересно с точки зрения потребителя, мы в этом смысле снижаем в данном случае налоговую нагрузку. Это как инструмент воздействия на снижение его стоимости. То, что, о чем мы говорили, что касается налога на добавленную стоимость, во избежание каких-то непонятных схем, по которым у вас могут быть вопросы, что там по каким-то спискам освобождаться будет, мы исключили такой подход вообще. Налог на добавленную стоимость ввозной, значит, по инвесторам будет уплачиваться. Речь может идти только о последующем возмещении, и то только в порядке инструкции соответствующей, которая должна быть утверждена Министерством финансов Республики Абхазия.